Салям алейкум, добрый вечер. Безусловным приоритетом для нас, конечно, является наша внутренняя повестка. Однако, учитывая факт того, что тема Крыма украинских политиков разных мастей никак не отпускает, мы оставляем за собой право анализировать все то, что происходит в сопредельном государстве. Американская мечта голубой Украины – тема нашего эфира сегодня, и мы обсудим ее в рамках нашего специального формата. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире и предлагаем вам принять участие в нашем онлайн-голосовании. Считаете ли вы, что нынешняя украинская власть подконтрольна Западу? Да, либо нет, пожалуйста, принимайте участие в нашем голосовании. Сейчас традиционно наш сюжет, и мы очень скоро вернемся в студию. Больше 4 лет Крым находится в составе России. Это дало нам возможность спокойного и стабильного социально-экономического развития, без постоянных провокаций на межнациональной почве и кризисов во взаимоотношениях друг с другом. Однако, время от времени напоминает нам о себе сопредельное государство, которое то в рамках своей внутренней повестки, то на международных площадках спекулирует крымской темой. В этом контексте и мы можем обратить внимание на державу-соседку. Итак, спустя время, как там живет страна умопомрачительных фантазий, но при этом нищеты и деградации государственности. Первое, на что действительно стоит обратить внимание, это то, что Украина перестала быть объектом международных отношений. Ее судьба определяется не в Киеве и даже не в регионах, а далеко за пределами ее границ. В погоне за бесперспективным правом членства в НАТО и ЕС она полностью потеряла независимость и достоинство. Внутри самой страны орудуют банды негосударственных вооруженных отрядов во главе с весьма сомнительными личностями с криминальными замашками. Одной из таких структур является С-14. Они могут ворваться в любое государственное учреждение, заблокировать работу суда, коллегии адвокатов Украины, могут организовать нападения на защитников обвиняемых, что в любой цивилизованной стране считается преступлением. Вседозволенность агрессивных активистов на Украине перешла уже границы Уголовного кодекса, но учитывая деградацию правоохранительной системы, эти банды орудуют безнаказанно. Дикостью является и то, что в центре Европы, на Украине, в 21 веке возрождается нацизм и фашизм. Чего только стоит восхищение Гитлером спикера Верховної Ради Андрея Парубія. Я сам величезний прихильник прямої демократії, я колись навіть на науковому рівні тим займався. І, до речі, скажу вам, що найбільшим людиною, яка практикувала пряму демократию, это был Адольф Алойзович. Более того, в мае этого года из Германии из-за фашистских высказываний был изгнан консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец. Помимо этого разгорелось еще несколько скандалов из-за так называемых героев АТО, которые являлись откровенными сторонниками нацизма. Ситуация в сопредельной стране усугубляется кризисом управления. После Майдана Украину заполонил в начале десант чиновников-неудачников из Грузии. И даже нашлось применение дочери еще одного горе-реформатора из 90-х, но только уже российского происхождения Егора Гайдара. Однако очень быстро выяснилось, что чиновникам-грузинам от Украины нужны только миллионы долларов в чемоданах. А Мария Гайдар оказалась не гениальным молодым менеджером, а обычной профурсеткой с громкой фамилией. Хотя даже те, кто остались хотя бы из числа министров, забавляют не меньше. Взять того же министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Уже тот факт, что все его дети, родившиеся, кстати, уже после славного Майдана, получили гражданство США, о многом говорит. Ведь кто, как не министр, лучше знает, что будущего Украины нет, а детей нужно пристраивать в более благополучных странах. Это тот самый министр, который придумал закрыть любое транспортное сообщение с Россией. Но перед этим посмотрел бы хотя бы статистику. Ведь известно, что именно 3 миллиона, и это только официально украинцев, работает в России. Как они все, их семьи будут жить и общаться? Видимо, министру неинтересно. А зато ему интересно строительство гиперлупа. В стране полностью убитой инфраструктурой министр Омелян говорит о вакуумном поезде. Здесь таки хочется спросить: вы здоровы? Кстати, о здоровье. Исполняющим обязанности министра здравоохранения там сейчас является гражданка Америки Уляна Супрун. Мало того, что она по законодательству уже является ИО в 3 раза дольше положенного срока, так еще, учитывая ее реформы в народе, ее стали называть министром смерти. А министр социальной политики Украины Андрей Рева на вопрос, почему украинцы на еду тратят больше денег, чем немцы, например, вполне серьезно ответил: потому что украинцы больше едят. Именно так. Не потому, что среднестатистический немец намного больше зарабатывает, и поэтому процент, затраченный на питание, представляется меньше, а потому что среднестатистический украинец много ест.
А как же там себя почувствуют беглые политики из Крыма? Они долго страдали по покинувшему этот мир Джону Маккейну. Потом решили отпраздновать 3-ю годовщину совершенно тупой во всех отношениях акции по блокаде Крыма. Очень было интересно, кстати, наблюдать над тем, как они в интервью с трудом подбирают слова, чтобы хоть как-то оправдать эту позорную и бессмысленную акцию. Еще они, видимо, очень расстроились из-за того, что Порошенко их жестко обманул с автономией для крымских татар. А как красиво обещал, как ухаживал. Но совсем уж упасть духом не дают гей-парады. Ведь раз в год цвет украинской нации проходит улицами Киева. Вот сразу видно, революция достоинства победила, а ее результаты полились улицами столицы. Особо примечательно, что такое шествие сопровождалось в этом году песней «Джамалы». Вот вы думаете, чем реально занимаются сбежавшие из Крыма политики? А они, чтоб вы знали, добились того, чтобы в центре Киева посреди гей-парада прозвучала таки народная крымско-татарская песня. Кто-то может усомниться, что, возможно, это не их достижение, а чья-то самодеятельность. Но учитывая, что Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров и прочие просто отмолчались, мы можем сделать вывод, что они просто тихо гордятся своей перемогой. А как живут обычные украинцы? За эти 4 года из Украины выехало 10 миллионов человек. Уже долгие месяцы половина страны живет без горячей воды и вполне может остаться без холодной, учитывая явный кризис с хлором. Более того, стали проявляться сбои в работе пенсионного фонда. И это все на фоне страшной коррупции, разодранного общества, на фоне борьбы с мнимым врагом, борьбы со свободой слова, журналистами, с вменяемыми активистами. Майданная власть заявляла о том, что Украина будет жить по-европейски. Но с пустой головой и кровавыми руками невозможно построить ничего хорошего. Иван Сасанович, ну, собственно, перед тем, как перейти непосредственно к предмету нашей дискуссии, сегодня разрешите искренне поздравить вас с назначением на новую должность заместителя главы администрации Судакского городского округа. Искренне желаем вам больших побед и успехов на новой должности. Спасибо большое, очень приятно. Я с большим удовольствием вернулся в родные края для того, чтобы работать на благо своего региона, на благо его жителей. Ну, в отличие от Украины, после вашего сюжета, невооруженным взглядом, даже самому глупому человеку сегодня понятно, что страна является под прямым внешним управлением, и люди просто теряют свою государственность, теряют свою землю, теряют свою страну. Мы, люди, которые работаем на благо крымчан, на благо граждан Российской Федерации, у себя в стране такого никогда не позволим. Иван Александрович, ну, собственно, достаточно много времени прошло с тех пор, как мы обсуждали в этой студии предметно сопредельное государство и все события, которые там происходили. Но сегодня давайте начнем с разорванного в одностороннем порядке президентом Порошенко договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 1997 года. Собственно говоря, 4 года длится вымышленная, собственно, придуманная в их головах Украино-российская война, но почему-то именно сейчас им вот взбрело разорвать этот договор. К чему это они все? Ну, не просто так сейчас, и я немножко, наверное, все-таки вас поправлю. Договор, на самом деле, он еще действует, потому что заканчивается его срок действия осенью 2019 года, и по условиям договора, если одна из сторон решает не продлевать его, то за 6 месяцев, то есть за полгода должна уведомить другую сторону. То есть Украина уведомила российскую сторону о том, что она разрывает договор о дружбе. Что это значит в первую очередь для Украины? Мне кажется, ни один эксперт, ни один там политолог, экономист, социолог, политический аналитик сейчас вам не скажет, что это конкретно будет значить для украинского государства, потому что последствия могут быть самыми разными. И вообще очень многое зависит от позиции России, текущих российско-украинских отношений и вообще геополитической ситуации в мире. Вообще эти могут быть последствия иметь драматический характер для Украины. И если вот Украина так стремится к территориальной целостности, она никогда бы не пошла бы на разрыв этого договора. Потому что этим договором мы признали территориальную целостность друг друга. То есть это договор о границах в том числе. Если бы Украина на самом деле претендовала на Крым, на Донбасс, она бы никогда не разрывала договор о дружбе с Российской Федерацией. Таким образом, мы с вами можем
можем говорить о том, что Украина, несмотря на свою внешнеполитическую риторику, смирилась с потерей Крыма, смирилась с потерей части Луганской и Донецких областей, или с тем, что на территории этих областей возникли государственные образования ЛНР и ДНР, и использует тему Крыма в своей внешнеполитической риторике только лишь для этого. Но и для того, чтобы подыгрывать своим западным кураторам для продления антироссийского санкционного режима. Потому что вот мы с вами можем, конечно, знаете, в таком анекдотичном стиле рассуждать о современном украинском государстве. Можем вспомнить речь Петра Порошенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но на самом деле все эти выступления, все эти резолюции, документы, они идут потом в основу продолжающихся антироссийских санкций. И в мире складывается тенденция по увеличению политического и экономического давления на нашу страну. Вот не просто так сегодня мы все обсуждали новые подробности в деле Скрипалей, они уже выдали какую-то новую книгу. И не просто так пытались сорвать выступления наших представителей на сессии ОБСЕ, на сессии Организации Объединенных Наций. Выступления российских правозащитников пытались сорвать. Все это происходило не просто так. И не просто так сейчас Украина готовит несколько антикрымских резолюций. Мы можем предположить, что несколько. Одна из них должна касаться вопроса так называемой милитаризации Крыма. Вот вы, наверное, все слышали, что недавно Украина заявила, что в Крыму оказывается ядерное вооружение. Вы знаете, я, кстати, вообще не считаю, что мы должны идти по пути вовлечения в обред. Знаете, вот нас в чем-то обвиняют, а мы начинаем оправдываться. Ну, начнем с того, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, и на территории Крыма может находиться любое вооружение. Любое, которое посчитает нужным Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Российской Федерации. Поэтому, знаете, не всегда нужно отвечать на то, что там говорят. Но так или иначе реагировать нам придется. Почему? Потому что все эти заявления идут в основу вот этого санкционного продолжающегося режима. Скорее всего, он будет нарастать. Вы видите, что сейчас традиционные союзники Соединенных Штатов Америки, они вот пытаются пальму первенства в антироссийском клубе мировых держав взять на себя. Та же Великобритания с делом Скрипалей. Но так или иначе, вот как у нас некоторые говорили, пророссийский Дональд Трамп, ну, пророссийский Дональд Трамп ввел в отношении нашей страны наибольшее количество санкций за последние вот десятилетия, наверное. И наши отношения находятся, ну, в таком кризисном, ужасном положении. И в том числе Соединенные Штаты Америки, не обязательно сам президент, но такие структуры, как Госдепартамент, действуют в отношении России, в том числе и через Украину. Поэтому и проход украинского металлолома через арку Крымского моста состоялся. И я думаю, что еще и дальше у нас будут такие подобные провокации. Да, хотел бы тоже по этому вопросу высказать свое мнение. Украина сегодня стоит на пороге выборов президента. Действующий президент окончательно растерял весь свой авторитет. Можно сказать, за него будут голосовать реальные единицы. И вот разрыв договора о дружбе с Россией немножко развяжет тому же Порошенко руки в этой предвыборной гонке. И я думаю, что агрессия, высказывания будут все ужесточаться и ужесточаться, повышаться в отношении России. Для чего? Для того, чтобы вот внимание своих граждан отвлечь тех насущных проблем, которые находятся внутри Украины. Иван Сасанович, вот как мы видели в сюжете, проведение гей-парадов – это традиционное, одно из главных условий членства в клубе западноевропейских государств. Более того, вот после этого гей-парада Порошенко, президент, пообещал парламентариям, что он внесет целый законопроект в Верховную Раду о равных правах всех секс-меньшинств. Ну, хочется, конечно, сказать, вы там делаете, что хотите, но все это великолепие не прошло без крымско-татарского колорита. Прозвучала песня «Джамалы». Как вы оцениваете вообще этот факт? Ну, как я оцениваю? Мы в период проведения Евровидения довольно-таки подробно обсуждали заполитизированную песню «Джамалы». Но, несмотря на это, на какой-то небольшой отрезок времени эта музыка звучала на улицах Симферополя, Крыма. Люди гордились, да, что вот на международной площадке, на широкую там, мировую общественность прозвучала боль крымских татар.
в отношении депортации. Очень скоро об этом забыли, шум поутих, и о Джамале стали забывать и в политической плоскости, и в плоскости ее творчества. И нужен был просто скандал. Как я писал в Фейсбуке, я не думаю, что просто наобум эту песню взяли. Вот, эта нечисть, которая участвовала в этом гей-параде. Не удивлюсь, если кто-либо из представителей Меджлиса или та же сама Джамала намекнули, попросили для того, чтобы в шоу-бизнесе плохой рекламы не бывает. На самом деле, когда этот ролик я увидел в украинском сегменте Фейсбука, очень многие украинцы и даже крымские татары, сбежавшие из Крыма на территорию Украины, делали репосты первый день, и когда мне так противно стало, мне так обидно стало за те 42% наших предков, которые погибли в депортации. Неужели, когда они сначала боролись с фашизмом, потом вот несправедливо власть поступила в отношении них, очень многие не дожили до реабилитации и возвращения на историческую родину. Неужели? Я думаю, что ни один из тех стариков и людей, крымских татар, которые не дожили, чтобы жить на сегодняшний день под мирным небом у себя на родине в Крыму, даже себе в самом страшном сне не могли представить, что крымско-татарские песни мусульманского народа будут звучать вот на вот таких вот мероприятиях, гей-парадах. И что потом эти перепосты начали потихоньку пропадать. Видать, пошла какая-то реакция политической составляющей руководства того же там сбежавших членов Меджлиса. Но в Крыму, в крымско-татарском сегменте, в российском Крыму, очень было много возмущения, но ни один общественник, ни один политик, ни один деятель культуры, который там Эльзара Баталова, та же сама Джамала, никак вообще не отреагировали, не было никаких комментариев. Они просто сделали вид. Послушайте, даже один из адвокатов, он написал, но потом удалил на Да, да, местный, ну, я скажу прямо, Джемиль Темишев, он высказал свое возмущение таким беспардонным отношением к боли крымско-татарского народа. Этот пост у него провисел менее суток, там было более 100 комментариев, скажем так, проукраински настроена промеджлисовская часть крымских татар, та малая, которая еще в Крыму находится, она очень сильно возмущалась. Но через сутки почему-то, видать, кто-то позвонил, кто-то сказал, человек вот просто не выдержал, видать, какого-то напора, и он это удалил. Это не по-мужски. У меня тоже бывают ошибки, я иногда делаю чересчур эмоциональные посты, но я никогда их не удаляю. Я никогда не удаляю комментарии, которые нелицеприятные оставляют под моими постами, потому что это мое мнение. И если мужчина является мужчиной, он должен оставаться до конца. Те, кто сбежали на Украину, представители мужского пола из числа крымских татар, запрещенной в России организации Меджлис, и те, кто здесь находятся, мужчины, я их просто не воспринимаю мужчин. Я думаю, что на следующий год, раз у них такая позиция, им целесообразно будет всем вместе собраться и поехать на этот парад. Соорудить отдельную платформу под именем Меджлис и просто-напросто под охраной тысяч работников правоохранительных органов давайте поучаствовать. Вспомним, что это не случайность, то есть это уже тенденция. В прошлые годы на гей-параде был крымско-татарский флаг, были представители крымских татар. Был Айдер Муждабаев, были другие работники АТР. Тенденция вообще печальная. То, что мы сегодня имеем здесь в Крыму в отношении крымских татар, это небо и земля. Я сейчас не буду занимать наш эфир, перечислять. Но что мы видим на Украине? Участие в гей-парадах, крымско-татарские флаги валяют на Майдане, крымско-татарские песни о боли депортации звучат на гей-параде. А где национально-территориальная автономия, которую на протяжении чуть более полугода Порошенко и ряд политиков обещали, уверяли, что мы внесем изменения, что работает Конституционная комиссия? Где это все? Опять мыльный пузырь. Тот мыльный пузырь, который мы все крымские татары прекрасно знаем, который надувался и лопался ежегодно
за период нахождения Крыма в составе Украины. Мурат, собственно, как отреагировали социальные сети вот на эту большую новость? Да, по-моему, там кроме Резы Асанова никто из политиков вообще ничего не сказал, не высказался. И как в целом вот, вы можете охарактеризовать вот реакцию, которая была? Ну, по выступлению, я думаю, что песня Джамалы на гей-параде практически никаких как бы социальных именно со стороны как бы украинских, которые крымские татары находятся на территории Украины, не было. Но я думаю, что песня Джамалы использована. Это, я думаю, что еще один вклад в условия договоренности между Меджлисом и как бы нардепами Украины для того, чтобы получить определенную как бы территорию в Херсонской области, чтобы получить автономию. Я думаю, что как бы, это все как бы взаимосвязано, поэтому что и в прошлом году участвовали члены Меджлиса, запрещенной Российской Федерации на гей-параде, так и в этом году. Я думаю, что это одна цепочка как бы всей. Это поможет получить автономию. Я думаю, Не поможет. Я думаю, что если пан Чубаров, пан Джемилев, пан Порошенко выставят свое домашнее видео, как они уже интегрировались вместе с какими-нибудь мальчиками в европейские ценности, это не поможет Украине выйти из кризиса, это не поможет изменить статус Крыма, вернуть его в состав Украины или даже получить какую-либо, хоть клочок земли в Херсонской области. Это все бред, это больные фантазии, этому никогда не бывает. Тифу Крифатович, пожалуйста. Но на самом деле подобные ситуации они отвлекают народ украинский, крымско-татарский от основной сути. Чем на сегодняшний день занимаются даже члены Меджлиса, которые находятся на территории Украины? Давайте вспомним, то есть на самом деле в принятии решения зачастую они просто не самостоятельны. То есть для меня яркий пример был это 18 марта 2014 года. Покойный Ришат Аметов найден. Необходимо было принять решение, что же делать в этой ситуации. И лично присутствовал, когда Рифат Чубаров ему сообщал об этой новости, что это действительно Ришат Аметов найден. Что он сделал? Он собрал членов Меджлиса, он пришел с кем-то посоветоваться. Нет, он позвонил в посольство Соединенных Штатов Америки и спрашивал, какие действия необходимо осуществлять, что же делать. Мне, честно говоря, было жутко на тот момент, потому что, мало ли, какие были бы оттуда вводные. Давайте дальше посмотрим. В принципе, на международной площадке зачастую пытаются использовать, что вот крымские татары где-то протестуют, да, как какую-то там протестную группу в лице ряда уже спикеров из числа, опять-таки, лиц, находящихся на территории Украины. Почему-то у меня основной вопрос. Уже более года нету никакой информации о заседаниях так называемого Меджлиса. То есть он как такой Меджлис на сегодняшний день не является. Является, так сказать, демократической организацией, да, которая основана на принципах демократии. На сегодняшний день есть четкое положение Меджлиса, Хорултай, они же их не соблюдают. Где хоть одно заседание, которое находится в публичной плоскости? Да, мы по вечерам можем наблюдать выступления Чубарова в Фейсбуке, как он там пытается вещать о каких-то тех или иных ситуациях. Но фактически этот орган не работает. И все эти люди, которые пытаются выступать от имени народа, но на самом деле это, я считаю, просто использование как в качестве марионеток в чужих руках, в то время, как, допустим, приезжают реальные люди, которые живут на территории Крыма, которые действительно болеют их проблемами. В частности, вот Эльвин Би с телеканала «Милет» пытался рассказать о том, какая на самом деле работа ведется, его же не допустили. То есть это политика двойных стандартов, которая на сегодняшний день используется, к сожалению, не в пользу для народа. И как бы я думаю, просто на этот вопрос необходимо крымским татарам просто обратить внимание. Мурат, у вас дополнение? Тифу Крифатович, давайте вспомним, что на протяжении всех лет нахождения Крыма в составе независимого украинского государства Украина пыталась поддерживать такие неформальные, неофициальные религиозные группы. Для чего она это делала? Смотрите, на самом деле принцип «разделяй власть» работал всегда. То есть на самом деле это последние, да, там 3-4 года неожиданно украинская власть воспылала любовью к крымским татарам, решив признать Меджлис и так далее, используя его на международных площадках. На самом деле всегда были попытки разделить. Если мы на сегодняшний день видим, что в Крыму, благодаря твердой позиции муфти, удалось сохранить муфтият, развивать, строятся мечети, на самом деле есть возможность для развития религии, и все больше и больше людей на самом деле приходят в религию. На территории Украины мы наблюдаем ситуацию, когда большинство представителей запрещенной организации Хизбут Тахрир находятся. Почему-то представители Меджлиса на сегодняшний день зачастую выступают на различных судебных заседаниях, это все транслируется в Фейсбуке, против экстрадиции в Россию и так далее. То есть на самом деле большинство подобных организаций создавалось для фактически разделения народа. И на сегодня та работа, которая проводится на территории Украины, когда они поддерживают представителей вот этих всех группировок, на самом деле они пытаются просто противопоставить ситуации, отвлечь жителей Крыма, да, и крымских татар от фактических обстоятельств. Да, с одной стороны, Facebook одно время был забит
обысками, да, различными там ситуациями, которые проводятся спецмероприятиями с Федеральной службы безопасности. Но почему-то многие забывают, что еще до 2014 года представители этих организаций религиозно говорили, что они не являются крымскими татарами, что крымско-татарский флаг — это не их флаг, что крымско-татарский язык, он на самом деле не имеет значения, самое главное — религия. То есть все вопросы национальной идентичности не полностью избегались просто. Тейфук Рифатович, у нас есть сюжет как раз на эту тему. Давайте мы сейчас его посмотрим и вернемся к дискуссии. Мы рассматриваем страну целиком, то есть мы работаем в тех странах, которые я перечислял. Я думаю, стоило бы еще показать, на самом деле, когда говорят об обысках, что вот такого в Украине не было. Я лично вспоминаю 2013 год, когда мне утром позвонили, попросили приехать на обыск. Тогда было такое управление по борьбе с организованной преступностью, у них был отдел по борьбе с этническими группировками. Так вот, они занимались как раз-таки представителями всех подобных вот организаций. Проводился обыск, и человек мне говорит, мне подкинули взрывчатку. То, что мне делать? То есть фактически, реально, я не думаю, что человек на тот момент являлся террористом, но методы работы были достаточно конкретные, и почему-то никто об этом не говорил, никто не говорил в соцсетях. И на самом деле мы помним, да, когда даже представители Меджлиса активно выступали против этой организации. Для чего это все создавалось? Есть опыт, на самом деле, да, там у нас уже вековой, что на самом деле большая роль духовенства, большая роль муфтията в объединении людей. То есть мы знаем позицию президента, да, в отношении религии, в отношении ислама. И мы видим, как в Крыму вокруг муфтията объединяются люди, как на самом деле это способствует развитию. На сегодняшний день даже муфтият, выступил с инициативой по созданию шуры, то есть на самом деле занимается многими вопросами, даже уже светскими, но потому что осознавая ответственность за будущее народа. То есть в данном случае полностью сохранена вертикаль. То есть кто-то у нас, выехав на территорию сопредельного государства, пытается разрушить, взаимодействие с подобными, да, сектами, организациями. То есть именно с той целью, для того, чтобы просто не дать, использовать в данном случае этот фактор для того, чтобы разделить народ, для того, чтобы для дезорганизации, фактически использования как определенной картинки для выступления на различных мировых площадках. Иван Сасанович, вот последний эпизод, который мы видели в сюжете, это ведь Одесса. Это Одесса, 18-й год, это буквально. Да, недавно было. Если почитать комментарии, которые под этим видео, то люди там просто в ужасе. Это вообще что было? Это что было? Это как раз-таки один из существенных элементов внешнего управления Украины. Крым, будучи в составе Украины в свое время, этот рычаг активно развивался по причине нахождения большой мусульманской уммы именно на территории Республики Крым, в Крыму. После того, как Крым вернулся в состав Российской Федерации, вот эта вот нечисть выехала за ее пределы, и сейчас этот же рычаг внешнего управления просто культивирует это на территорию Украины. С одной стороны, они радикализируют мусульманскую часть Украины, с другой стороны, они радикализируют украинский национализм, уже можно сказать, украинский фашизм, и цель одна – раздробить страну, обозлить людей, и политики, которые управляют этой страной, скажем так, в задней части тела которых находится американская рука, европейская рука, а вот они ее вертят и направляют всю эту озлобленную массу в сторону России. Основная цель – нанести экономический, политический, максимальный удар по России. Наша страна пока справляется, и то, что на сегодняшний день большая часть тех же членов запрещенной в России организации Меджлис, Хизбут Тахрир, скажем так, стали чуть потише после вот этих всех обысков, арестов профилактических, видать, начали ловить волну.
Потому что, посмотрите, в том же сегменте Фейсбука, та же риторика в Украине, там сейчас все готовятся к выборам. Тот же Меджлис на сегодняшний день, он не понимает, ну, как скажем, он понимает, что Порошенко, скорее всего, президентом не будет, а они стали депутатами от блока Петра Порошенко. Что им делать дальше? Они активно ищут. Ленур Ислямов поначалу пытался пускать там Саакашвили, Богословскую, приглашают какие-то альтернативные силы. Сейчас доходит оттуда информация, что идет активная, что Чубаров вместе с Ленур Ислямовым там поссорились, к примеру, с Чубаровым, там получили транш очередной, накупили себе квартир, идет дележ. Но я думаю, что это очередная игра, просто обновились методички, они пытаются разложить свои яйца по разным корзинкам, чтобы не исходя из того, кто придет к власти в Украине после 2019 года, вот этот вот рычаг внешнего управления имел возможность дальше подогревать крымско-татарскую тематику. Но у них возможностей меньше. Они раньше претендовали на 2 депутатских места, теперь они претендуют на 3 депутатских места. И, кстати, вот можете обратиться к коллегам с телерадиокомпании «Крым». Я помню, что Рифат Абдурахманович в эфире ГТРК «Крым» тогда еще, так сказать, нелицеприятно высказывался в отношении этих организаций. И, к слову, знаете, как я помню, представители силовых ведомств в частных беседах, украинских силовых ведомств, возмущались, почему эта организация не запрещена на территории Украины. То есть не было политической воли, действительно, потому что было и есть внешнее управление украинским государством. Но внутри правоохранительных систем Украины прекрасно осознавали, что это есть угроза, с которой никто не борется, а наоборот ей потыкают, понимаете, потакают. Поэтому это же проблема не нова, но и проблема же у Меджлиса не только в том, что им 3 нужно депутатских места, а в том, что у них нет голосов, нет избирателей. То есть нечего предложить. Поэтому мы с вами можем ожидать каких-нибудь новых блокад Крыма, еще чего-нибудь, каких-то провокаций. В Фейсбуке, в украинском сегменте был такой вот небольшой скандальчик, который быстро замялся, и пост удалили. Во Львове есть крымско-татарская громада, там в количестве 90 семей, которые... Мечеть не дают построить, Нет, да? не мечеть. Они пошли к местному главе сельсовета, и как бы вот мы тут на съемном жилье продолжительное время живем, дайте нам землю, мы начнем здесь дома строить. Глава сельсовета говорит, да без проблем, земли много, мы вам даем. Начинают процесс выделения земельных участков. Как только об этом прознали в Киеве, туда приезжает Рифат Чубаров и говорит, что нельзя давать землю. Пускай едут в Херсон, они нам все нужны в Херсоне. И людей... То, что происходило все 23 года в Крыму, они не думают о людях, ни о крымских татарах, ни о Украине, ни о украинцах, ни о русских, ни о ком. Они думают о своем кармане и о том, как наиболее качественно выполнить тот приказ, который им дают. Есть еще два момента. Первый. В украинском сегменте Фейсбука активно одно время прокачивалась новость о том, что Служба безопасности Украины проводит мероприятия профилактически в отношении этой организации. Было, но быстро, даже, по-моему, Рифат Чубаров эту тему поднимал. Опять-таки, они тоже тем вопросом занимаются, но почему-то об этом стараются умалчивать. Во-вторых, Вазби правильно говорит, что на самом деле пытаются сличиться какими-то другими проблемами. Я лично помню, как проводился прием в Меджлисе, Рифат Чубаров и его заместитель, когда люди приходили с вопросами, проблемами конкретного характера, которыми сейчас на сегодняшний день занимаются органы местного самоуправления, республиканская власть, свет, дороги, газ и так далее. Когда приходили, что необходимо электроснабжение, еще что-то, что делали? Писали письмо в адрес Могилева или в адрес вице-премьера профильного. На это все заканчивалось. То есть встречаться с людьми, прорабатывать механизмы решения, что нужно, проектно-сметная документация и так далее. То есть этим фактически никто не занимался, не занимается до сегодняшнего дня. Людей кормят различными обещаниями, но им уже никто не верит. Чубаров не раз заявлял, что Меджлис — это политическая структура, и они обустройством людей не занимаются. Хотя, приведите пример хотя бы одной политической победы, это просто пустая организация. Как же, он же депутат, у него лично политическая победа. И что? Для него, для народа нет. Да. Я хотел бы напомнить историю возникновения Хизбут Тахрир. Она же была создана специально в Англии для того, чтобы бороться с определенными лицами на территории Англии, также спецслужбами. Так я думаю, что она была не зря создана и организована в Крыму, и потом уже перетекла на территорию Крыма, на территорию Украины. Не забываем о том, что почти 99% ислямовских батальонов составляют те члены Хизбут Тахрир,
которые ранее... Все 23 человека. Да, все, да, которые ранее участвовали как бы в войне, там же в Сирии, как бы в других как бы республиках. Последний ваш ролик. Шествие представителей Хизбут Тахрир в Одессе. Вот представьте ужас одесситов, русскоязычных, украиноязычных. Еще буквально несколько лет назад там горел Дом профсоюзов, где погибли люди. Тогда украинские националисты сожгли, скажем так, русскоязычных. Те, кто выступал за дружбу с Россией, за добрососедские отношения. И на сегодняшний день, если зайти в этот сегмент и просто посмотреть, вот те же националисты, которые своих соседей жгли в Доме профсоюзов, они с ужасом говорят, что это такое. В Одессе никогда такого не было. Ходят в паранже с черными флагами, в балаклавах, и они начинают бояться. Те люди, которые насаждают эту идеологию на сегодняшний день, я думаю, что не пройдет много времени, они очень сильно об этом пожалеют. Я думаю, что Украина уже стоит на последней ступени деградации, и тот же Европейский Союз, в Украину этот элемент не просочится. Граница на замке, спецслужбы, правоохранительные органы работают, Красиво. а Европа, она дырявая, как друшлаг. Это показывает количество беженцев, которые легально и нелегально пересекают с Ближнего Востока. И вот это вот из этой разрушенной страны, из Украины, в ближайшее время все элементы, воспитанные тем же Западом, они не прорвутся в Россию, а просто ринутся в Европу. И они там доставят им еще достаточно головной боли. На самом деле, бывают споры проукраинские настроены, да, ну, их уже все меньше, да, там крымские татары или жители Крыма, когда были какие-то попытки споров, как же вот, что вот вы видите в Украине, слушайте. Я помню, там, изучал историю в школе, там, в вузе юридическом, и по моей памяти, как таковой истории там, государственности Украины нет. Какой-то там политической элиты или ну, вот, то, что позволило бы выстроить новое государство. Просто обратите внимание, да, последние 300 лет, что было в Украине, говорю, то же самое будет сейчас. То есть она идет просто по спирали, история этого государства. То есть, Свадьба на Малиновке 2. Спираль все меньше, все чаще и чаще эта история будет повторяться. Очень интересно, как они сейчас там все декоммунизируют у себя, но они должны быть благодарны за свою государственность и вообще территорию именно советской власти. Но вы обратите внимание, почему это шествие было не во Львове, а в Одессе. Потому что на русскокультурного, русскоязычного избирателя никто не ориентируется. Он теперь, вообще он политически пассивен, всегда был на Украине. А он теперь вообще никому не нужен. Потому что сейчас власть ориентируется на такое агрессивное украинское националистическое меньшинство, которое всегда политически активно, не подверженное политическому абсентеизму, которое придет на выборы, и для которого и делаются вот эти антикрымские, антироссийские, русофобские заявления. Вот это же не просто так. Почему это в Одессе прошло? Почему в Одессу был прислан Михаил Саакашвили? Ну почему не во Львов вместо Садового, да, с которым конфликт у украинского президента? Почему не так? То есть это все, если задуматься, если проанализировать, все становится ясно. Я недавно слушал по радио рейтинги кандидатов в президенты. На самом деле неплохой рейтинг у актера с 95-го квартала Владимира Зеленского. Да. То есть после тех роликов, которые есть это говорит в интернете. Это значит говорит о кризисе внутри украинской политической элиты, которая себя настолько дискредитировала, элита, составляющая все цвета, да, украинского флага и все цвета, скажем так, политических мировоззренческих позиций, что народ готов проголосовать за кого угодно. Народ проголосовал за боксера. Не просто потому, что Виталий Кличко действительно известный такой человек на весь мир, который действительно прославил Украину как спортсмен, а потому что уже был настолько политический абсентеизм очень высокий в столицах, всегда, понимаете? И настолько большое было разочарование в обществе, в местных киевских политиках. Выбрали боксера Виталия Кличко. Поэтому не надо удивляться, что завтра на Украине может стать президентом Зеленский, завтра на Украине может стать Вакарчук президентом. Да вполне возможно, просто вопрос, пойдут они на это или нет. Скажем так, вот некоторые украинские сейчас эксперты предполагают, что Вакарчука насильно заставляют баллотироваться в президенты. Потому что он всячески отказывается. Весь срок, помните, он же сложил свои полномочия. Да, он избрался, он был как медийная личность, он участвовал в первом Майдане. Кстати, это был не первый Майдан, в первой, так скажем, революции цветной. И сложил действительно свои полномочия. Но почему-то все забывают деятельность его отца, националиста, русофоба, вот такого ненавистника всего неукраинского.
Поэтому там, кстати, тоже большие вопросы к его семье в плане политической деятельности. Но, знаете, вот в Соединенных Штатах Америки Рейган все-таки киноактер, был президентом. Ну, кстати, стал действительно хорошим президентом для Соединенных Штатов, потому что победил в геополитической схватке. Так или иначе, мы должны это признать. Но я думаю, что, конечно, уровень Вакарчука и Зеленского, ну, не сродни уровню Что происходит Рейгана. на улицах, на самом деле, в Украине? Последние новости я читаю, вот, адвокатское сообщество, еще украинское, много есть коллег, общаюсь. Последняя новость. В Киеве на дом адвоката напали вооруженные гранатой, автоматами, пистолетами, бандиты, для того, чтобы просто украсть денежные средства. Буквально 3-4 дня назад. Опять-таки, демократическое... Потом будут обращаться к тем же адвокатам, чтобы они защищали... Демократическое государство. Много говорят об ущемлении прав граждан там, Российской Федерации в Крыму. Я смотрю фотографии с обысков у коллег моих адвокатов на территории Украины. Выносятся двери, ломается вся техника, мебель, крушится все. Если большое количество видео, где человек говорит, я имею статус адвоката, вы не имеете права, то есть на все эти права вы просто наплевали. Либо националисты просто позволяют себе во время судебного заседания адвокатам угрожать. Я знаю просто некоторых своих коллег, которые на сегодняшний день передвигаются просто с охраны, потому что их позиция отличается от той позиции, которая является официально признанной. Мы все видели эти ролики, когда адвокаты приходят с капами, и там просто драка самая натуральная. Ну, слушайте, вот мне сегодня, я не буду называть фамилию, общался через интернет с известным украинским политическим деятелем, и он рассказывал мне вот о новых методах работы Службы безопасности Украины. Человека похищает, естественно, оглушает чем-то, пакет на голову одевает, потом пристегивают к батарее, потом подносят гранату, он хватается рукой за эту гранату, отпечатки остались, потом вот дальше шьется уголовное дело за сепаратизм, за незаконное хранение оружия, и это случаи массовые. Но я вот даже был удивлен, я понимал, что, конечно, там серьезные политические репрессии, но украинские средства массовой информации об этом не говорят. То есть, значит, на освещение этих тем определенное табу, значит, действительно сейчас на Украине происходит цензура. Вот мы с вами не можем себе представить, чтобы при президентстве Виктора Януковича, которого так все критиковали, была вот такая политическая цензура в средствах массовой информации. Вы помните, что позволяли себе говорить в адрес украинского президента тогдашнего, в адрес тогдашней правящей силы партии регионов. Ну, демократия в самом разгуле была. Да. Может быть, когда-то и справедливо, кстати, в отношении них высказывались. Ну, а сейчас мы видим прямые такие факты цензуры, нарушение Конституции Украины, основного закона государства. Они даже позволяют себе просто нападать на журналистов. Вы помните, как титушки появились? Там же журналисты даже не тронули, ну так физически. Адвокаты Виктора Федоровича Януковича, известный процесс сейчас идет, они передвигаются с постоянной вооруженной охраной в демократическом правовом государстве. Говорить о каком-то здравом смысле, соблюдение закона, основ демократического мира сегодня на территории Украины бессмысленно. Их просто нету, и в ближайшее время, я думаю, что не будет. Ну, посмотрим, что будет. Иван Александрович, одной из самых таких горячих тем сейчас на Украине является предоставление Томоса, да, об автокефалии. В чем суть, собственно, этого вопроса и чем опасен для Украины такой религиозный раскол? Суть вопроса в том, что пытаются подорвать единство украинского народа. Вот сейчас распространяются различного рода фейки, что якобы Украинская православная церковь Московского патриархата не является самой многочисленной религиозной группой на территории Украины. Это неправда. Социология – вещь упрямая, статистика – вещь упрямая. И если мы даже с вами возьмем в расчет того, что в 2014 году территория Украины сократилась, что Украина потеряла автономную республику Крым тогда, и город Севастополь, потеряла часть востока Украины, все равно наибольшее количество прихожан имеет Украинская православная церковь Московского патриархата. Еще недавно Константинопольский патриархат, вы помните, при президентстве Виктора Ющенко отказал Украине в предоставлении Томоса. И сейчас Константинопольский патриархат изменяет свою позицию. Не первый раз уже Константинопольский патриархат действует враждебно в отношении Русской православной церкви. Достаточно лишь просто погрузиться в исторические дали и вспомнить времена Великой Русской революции,
фактически тогда зарубежные епархии некоторые были присвоены Константинопольским патриархатом. У нас непростые отношения на уровне РПЦ и Константинопольского патриархата, но так или иначе, в соответствии с религиозными канонами, было определенное почитание, читались молитвы. В общем, вы все это знаете, все об этом очень подробно говорили в средствах массовой информации. Вот обычно говорят, что Украина разделена на два каких-то там образования, условно говоря, по Днепру. Это абсолютно неправда. На Украине достаточно, ну, знаете, не две, а намного больше культурологических групп, не объединенных друг с другом важнейшими мировоззренческими позициями. И главное, самоидентификацией. Эта самоидентификация различается в вере, будь то это УПЦ Московского патриархата, Киевского, УГКЦ, не забываем, да, большая протестантская группа, будь то это вопросы в языке, будь то это вопросы в отношениях истории. И самое главное, различие вот это культурологическое внутри украинского общества вместе Украины в будущем. И ответьте на вопрос, а что есть такое Украина? И я как-то в эфире одного из федеральных телеканалов задал украинским экспертам, которые очень любят вот все дискуссии такой в гам-шум переводить, а что такое Украина? И как вы думаете, кто-то ответил на этот вопрос? Никто не ответил. Вот в свое время попытался на этот вопрос ответить второй президент Украины Леонид Кучма. И он догадался только до того, что Украина — это не Россия. Ну, действительно, Америку открыл, да. Украина не Бразилия, Украина не Китай. Украина не Эстония, ну, может быть, где-то теперь похоже. Украина уже и не Украина. По героизации коллаборантов Украина похожа с прибалтийскими государствами. Поэтому, вот, понимаете, сейчас внутри украинского общества не могут найти ответ на главный вопрос. А что такое Украина? Какое место Украины в современном геополитическом пространстве? Какое будущее? С каким прошлым мы идем в светлое будущее, так сказать? Поэтому сейчас вот руками Соединенных Штатов Америки происходит раскачка, очередная раскачка внутри украинского общества. Почему мы можем так говорить? Единственный момент, наверное, который я сейчас отмечу. Самая большая группа прихожан, если так можно сказать, у Константинопольского патриархата – это люди, проживающие в Соединенных Штатах Америки. Потому что в самом Константинопольском патриархате людей, исповедующих православную веру, ну, это буквально несколько сотен или, может быть, тысяч учитывая, человек. где они находятся. Да. Понимаете, да? И учитывая тот факт, что официальные власти Турции не признают Константинопольского патриарха патриархом. Его признают просто местным религиозным лидером, но не больше. Очень коротко. Вот то, что сейчас начало происходить с христианством на территории Украины, вот если нас будут смотреть граждане Украины, я хочу им сказать, что с православием на Украине будет то же самое, что произошло с традиционным исламом на территории Крыма среди крымских татар. Вот этот вот рычаг внешнего управления завел сюда хабашитов, ваххабитов, хизбут-тахрир, салафитов и еще менее-менее какие-то секты. Они просто народ в рамках одной религии разделили. То же самое, очередной этап будет происходить с Украиной. Они будут пытаться это. И вот просто здравые люди не должны поддаться этому, быть верными своей вере, быть тем принципам, которые проповедует их вера, и не дать себя очередной раз обмануть. Усложняется тут этот вопрос тем, что тут вопрос не только сохранения веры, да, своей самоидентичности, а в том, что религиозные здания, храмы, монастыри не принадлежат религиозным организациям на Украине. И это собственность религиозных общин. Вот таким образом проходит оттяпывание помещений у Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Кстати, официальное название просто Украинская Православная Церковь, а прибавлять стали Московский Патриархат после того, когда появилась неканоническая с точки зрения православного мира организация Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Иван Александрович, смотрите, ну это же прямое нарушение Конституции. Если я не права, исправьте меня. Такой яркий пример – это был крестный ход, когда, значит, все средства массовой информации заклеймили крестный ход УПЦ МП, да, ну пытались, скажем. Но если бы не Интер, у них бы это получилось. Кстати, да. А когда произошел крестный ход у УПЦ Киевского патриархата, его возглавил президент. Хотя в Конституции отмечено, что государство, оно является отделенным от церкви.
То есть глава государства напрямую нарушает Конституцию. Напрямую нарушает и фактически напрямую призывает к религиозной розни. Да. Знаете, есть такие процессы с точки зрения политической науки, которые можно запустить, но устранять их последствия будем десятилетиями. И вот тот религиозный раскол, который сейчас происходит на Украине, последствия этого, кстати, скажутся и на нашем обществе. Потому что мы живем в едином цивилизационном пространстве с огромной частью украинского народа, и это на нас не может не отразиться. Вот я хочу, чтобы все наши телезрители понимали, что мы не просто так об этом разговариваем, что это непосредственно коснется нас. Ну и, кстати, вот вы сказали, Эйваз, о том, что также действовала Украина и в отношении мусульманских религиозных организаций. Ну, не Украина, а тот внешний управленец. Ну, через украинских политиков. Ну и сейчас же параллельный муфтият, насколько я понимаю, в Киеве был создан. Но из кого он создан? В данном случае из представителей подобных структур. Я кого не спрошу, представителей крымско-татарского народа в Крыму, ну, я такие, знаете, критические комментарии слышу. А чем они вообще там занимаются? Вся проблема в том, что ни деятельность Меджлиса, ни деятельность параллельного муфтията, то есть на сегодняшний день все там Бариев, Чубаров активно используют интернет, почему-то никто никогда не показывают, чем же занимаются так называемые, да, в кавычках, на сегодняшний день представительные органы. Все мы знаем, что скоро истекут полномочия Меджлиса, истекут полномочия Хурултая, и каким образом они будут выступать от имени народа, большой вопрос, но на сегодняшний день в публичной плоскости нету ни одного видео, ни одного заседания данных органов. Тейфук Рифатович, все чаще и чаще в социальных сетях появляется информация о том, что те крымские татары, которые, собственно, решили переехать туда, на материк, они сталкиваются с проблемой оформления либо переоформления документов. И это уже, ну, вот не единичный случай, а достаточно такая массовая тенденция. Более того, не то, что вот даже вот просто сложности какие-то, они жалуются на то, что им хамят даже откровенно. Как вы считаете, это сигнал к чему? Ну, сигнал к тому, это фактически подтверждение того, что государственные органы Украины признали случившееся историческое событие, то, что Крым полностью сменил юрисдикцию. Да, жалоб много, то есть мои знакомые, даже те, я общался с теми, кто сейчас находится на территории Украины, проблема с оформлением пенсий, пособий, даже открытие счета в банке. То есть всех потенциально считают уже не гражданами Украины. У него имеется на руках паспорт, да, там у этого человека имеется необходимый пакет документов. Фактически на сегодняшний день Украина признала, что жители Крыма — это граждане Российской Федерации. И на самом деле все больше и больше людей, это, с кем я общаюсь, да, интересно, как люди вот, на протяжении там, последних 3-4 лет меняют свое мнение о происходящем, допустим, в мире, в Крыму, в России, в Украине. Многие занимали там достаточно такую активную проукраинскую позицию, ну и постоянно мы спорили, что дает, да, вот что на сегодняшний день получила Украина. Ну как же, вот возможность без виза. Я говорю, хорошо. В какой-то момент там активно ринули за этими биометрическими паспортами. Понаблюдал я за этими людьми, то, вот, знакомых, кто там получили. Один раз ездили в Европу, говорят, сейчас что не едете? Ну, понимаешь, финансы и так далее. Люди занимаются более приземленными проблемами. Большинству крымских татар на сегодняшний день стоит конкретный вопрос. Наконец-то у них на районе начали строить школы, садики, там, начали проводить газ, необходимо обустраиваться. Есть помощь на достройку дома, все деньги выделяются. На сегодняшний день оживает экономика, надо заниматься этим. И им на самом деле не интересно там, поехать куда-то там, знаете, в Италию, и еще что-то посмотреть. Самое интересное, что те, кто действительно богатые люди, ну, те, кто имеет всю такую возможность, они то же самое делают с российскими паспортами, и это точно такую же возможность. Но все должны понимать, что никто на Украине не ждет ни с России, ни с Крыма. Вот сегодня буквально новость, известный бывший российский актер Пашинин, который стал принять участие в карательной операции в Донбассе, пожаловался, что ему угрожает служба безопасности Украины, прослушивает его телефонные звонки. Это о чем говорит? О том, что Украина использует этих людей какой-то короткий период в своей медиапропаганде, а потом нас дает просто в утиль. А жители Крыма? Это все должны понимать, да. Жители Крыма, в том числе которые и те, кто из Крыма выехал на территорию Украины, должны понимать, что их там никто не ждет. И на них смотрят как на предателей, как на лишний голодный род. Поэтому прежде чем вы делаете такой выбор, выехать с территории Крыма на Украину, подумайте несколько раз. А ждут ли вас там на самом деле? Какое к вам истинное отношение? Никто не выезжает. Вот знаете, коллеги, вот в 2014 году были такие случаи. Тейфуком Рифатовичем и Иваном мы часто говорим, что вот те, кто выехали за пределы Крыма на Украину, прошло 4 года. Большая часть людей, которые не запятнали на территории Украины себя в публичной плоскости, совершение преступления, насилия, они возвращаются. Я бы вот вам рекомендовал попробовать прощупать эту категорию граждан. Может, среди них эти граждане сегодня, вернувшись,
пытаются получить российское гражданство, устраиваются на работу, возвращаются в свои дома. Прощупайте их. Может, кто-то из них окажется среди мужчин мужчины, среди патриотов, вернувших патриоты, и они придут на эту площадку и скажут, почему они выехали в свое время и почему все-таки по истечении продолжительного времени они вернулись. Очень интересно будет послушать. Буквально недавно у меня в офисе делали ремонт ребята из Генической. Я говорю, а что ж вы сюда едете, как вам? Слушай, говорят, мы приехали, поработали, да, ну, как бы для вас, ну, вроде, ну, деньги не такие большие, то есть для нас, говорит, любая возможность заработать деньги в России, то есть это достаточно большая сумма для того, чтобы содержать семью на Украине. Относительно тех, кто выезжает. Ну, некоторые вынуждены ездить в связи с какими-то бизнес-интересами, к родственникам и так далее. Мне рассказывали недавно буквально случай. Человек пересекает границу, он не связан с политикой ни с чем. Крымский татарин. Смотрели паспорт, документы, смотрели соцсети в телефоне, связи, контакты, фотографии. Извините меня, о чем мы говорим? Полицейское государство. Ну, вы знаете, и мне, кстати, вопрос, чем думают эти люди, когда едут? Не, ну люди связаны, у кого-то родственники. Я понимаю, но если у тебя соцсети, если ты в соцсетях Это выкладываешь просто фотографию с Крымского восприятие. моста, Да. то понимаете... В противоположность Украины этим летом принял более 1 миллиона туристов с Украины. Ну, кстати, и никого не досматривали, не арестовывали, не задерживали. В рабочем порядке люди проходили границу, отдыхали и также спокойно уезжали. И была ситуация летом, когда семья пропала, отдыхала где-то на Тарханкуте и связи не было. И на несколько дней так им понравилось, задержался отдых. Так сколько крымчан ездили, искали, нашли, и люди после того, как выехали, сказали, у нас все хорошо, мы просто отдыхали. Ситуация с фруктами тоже меня в этом году поразила. Мне сказали цену на черешню в Мелитополе. Но цена была мизерно смешная, нереальная даже для нас. Я спрашиваю, с чем связано? Говорит, а куда ее девать? Говорит, раньше мы везли к вам курорт и так далее. Говорит, на сегодняшний день эта черешня настолько имеет минимальную стоимость, там, да, что просто ей невыгодно заниматься, она просто она пропадает. Но еще не надо забывать о том, что когда ты пытаешься перевести через границу, исламские ребята забирают денежку определенную, вот как они с таксистами поступали, пытались отжать определенный бизнес на территории, когда им Херсонскую область просто отдали, где они полностью бандитизмом сейчас. Да. Как бы об этом тоже не надо забывать. Да, вот в современной Украине очень интересные символы. Да? Они вот говорят о том, что сейчас у них декоммунизация, что у них новая идеология, новая система взаимоотношений. Но что, собственно, меняется вот в плане символики, очень было показательно то, что произошло вот в Киеве совсем недавно. Был там памятник Ленину, и вот давайте посмотрим, что там сейчас, что там стоит. Сейчас наши режиссеры покажут. Да, вот, замечательный памятник. Рука в медицинской перчатке. Да, Иван Александрович. Стоматологическая. Это вообще что? И что они хотят сказать? Это вот как раз-таки та рука, которая... Нет, Иван Александрович, это аватар. крутит Украина, ее политика. А знаете, обратите внимание, это, кстати, очень симптоматичный случай. Значит, они боятся поставить вот эту вот стоматологическую руку на постамент Владимира Ильича Ленина. Они до сих пор его боятся, основателя первого в мире социалистического государства, вроде бы и снести не могут. Вроде бы им как-то нужно вот гадость свою проявить. Ну вот такой какой-то перформанс странный. Для меня это вот прямая отсылка, я не видел, я вижу только в рамках вашей передачи. Вообще любое общество очень символично. Но вот это рука, которая управляет на сегодняшний день Украиной. И те, кто порекомендовал, пролоббировал и заставил это поставить, они прямо дали политикам прямой посыл, что мы по рядом. поводу символов. Один из символов Украины, чем она должна была отличаться от постсоветских республик, это, так сказать, борьба с коррупцией. Ну, огромное количество роликов, буквально недавно коллеги с Украины, адвокаты, тоже скинули. Нет, НАБУ, известная у них структура, как она воюет с сотрудниками полиции, прокуратуры, вплоть до перестрелки на улицах, извините. Ну, и сразу видно, что НАБУ это проамериканская служба и так далее. Какие символы, о чем мы говорим? Спасибо большое. На протяжении нашего эфира сегодня шло онлайн-голосование. Считаете ли вы, что нынешняя украинская власть подконтрольна Западу? Да, ответила 792 и нет 100 человек. Современная Украина – это явный пример того, что могут сделать с нормальной страной вмешательство извне, зарубежные деньги, пропагандистские СМИ и совершенно непрофессиональные политики. Сколько угодно можно петь гимн своей страны, однако кому от этого легче, если происходит деградация государственности, а народ твоей страны массово выезжает за рубеж. Это было все на сегодня. До встречи в следующую среду. Давайте заспіваємо гімн. Ще не вмер
Слава Україні! Слава Україні! Поверили в наши силы. Знали, что наш дух свободы непобедим. С вами свободный мир и с вами Америка. С вами я. Я с ним не согласен, я з ним не согласний. А как же вы за голосовали, если вы с этим не согласны? Ну, як я голосував? Взяв та й нажав на зелену кнопочку.